Евангелие от Марка, 7 глава. Однажды Христос позвал своих учеников и окружающих людей и сказал им: кто хочет следовать мне, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной. Кто хочет душу свою спасти, тот погубит ее, если это произойдет ради меня и Евангелия. Но погубивший душу свою ради меня и Евангелия он найдет. Далее Христос говорит о том, но какая цена всей этой жизни, в которой мы живем? Можно приобрести весь мир и в один миг его потерять. Какую цену может предложить человек, если у него печально там будет болеть душа, или он ее потеряет? Царство Божие, пришедшее в силе, о котором сказал Христос в этом же евангельском отрывке, это Царство Божие, которое начало царить уже в этом мире с момента пришествия Христа на землю. Царствие тьмы. И несмотря на то, что существовал Иерусалимский храм, где поклонялись единому истинному Богу, знали законы, пророков, мир, в который пришел Спаситель, он лежал во тьме греха. И продолжает лежать во зле, если он не обращается к Христу. Если в этом мире не царят законы Бога, который устроил этот мир, и не только создал, но дал еще очень мудрые и необходимые инструкции, по которым должен жить мир, отступая от которых мы губим этот мир, мы губим свою и убиваем свою христианскую душу. Бессмысленно. Поэтому неудивительно, что так многие кричат в сегодняшнем мире. О чем же смысл жизни? Какая цена этой жизни? Неудивительно, что полмира сегодня сходит с ума. И в силу этого сумасшествия лишает себя физической жизни. Потому что нет ей цены. Или те боли, страдания, или те собственные грехи, которые душат беспощадно человеческое сердце, настолько убивают и разрушают душу человека, что он представляет собой такое жалкое существо. И таких мы часто видим. И видим сегодня. Начиная от тех медицинских заведений, которые мы именуем психбольницами, и кончая тем окружающим нас миром, где почти каждый третий, четвертый просто облачен свое жалкое существование. От зарплаты до зарплаты, от пенсии до пенсии, от маленьких человеческих радостей до конца своей жизни, считая, что на этом все. Но есть и другие мудрецы века сего, которые вообще придумали религии о том, что идти в нирвану или погрузиться в священное ничто, это то как раз, что помогает человеку. Но как бы не убивал себя человек, как бы не разрушал себя человек, как бы не убаюкивал себя человек,
разного рода философскими системами мышления, настроений, видения мира и себя. Есть объективная правда вещей, от которой никто никогда еще не ушел. Это те законы, это те положения, это те задумки великого Бога, хозяина нашей жизни. Они известны в Священном Писании, они известны верным по учению Церкви, которая основана этим Богом, через которую мы имеем единение и общение с этим реальным, живым Богом. И вот сегодня, в третью неделю Великого Поста, накануне праздника Святой Пасхи, Церковь предлагает нам молитвенно взирать на образ распятого Христа. Не только думать о себе, о своем крестоношении, о своих судьбах, о своих переживаниях, проблемах, но увидеть одно единственное, что может нормально осветить нашу судьбу, наше крестоношение. Это великую спасительную жертву Сына Божия, которая была принесена не только в то далекое евангельское время, но на все времена, и которая открывает очи всем без исключения. Стоит всего лишь посмотреть на образ распятого. Найдутся те, кто закроет глаза, кто отвернется. Но от этого величайшая жертва Христа, жертва любви, не перестает быть священной, мощной и сильной для спасения людей, для осуждения тех сил зла и того сатанизма, который сегодня царит в нашем мире. Тех сил зла, под дудку которых многие сегодня пляшут, а когда больно, начинают кричать Богу: почему же Господь? Отвергнуться себя. Нет, это не просто забыться. Это не просто дурачить свое сознание и сердце какими-то мечтами, фантазиями, а ради Христа и Евангелия, ради великого содержания, божественного содержания, которое может наполнить разум, сердце и душу. Отказаться от тех злых, греховных содержаний, которые часто охватывают нас и держат нас в своих руках. Зло, грех – это то, что разрушает и убивает. Это то, от чего нам надо отказываться. Это то, что часто привычно для нас. Но во имя Христа, во имя Евангелия, во имя благовестия мы должны отказаться. Потому что за этим стоит не только временное состояние нашей души, но бессмертие. Поэтому после этих слов Спаситель мира сказал: тот, кто постыдится меня в этом роде прелюбодейном и грешном, того и я постыжусь, когда приду во славе судить живых и мертвых. Самого своего. Знает ли наш мир стыд? О каком стыде можно сегодня говорить? Мир, который утопает в бессовестности, нарушает любого рода законы, правила, положения, нравственные. И те, которые дал нам Бог, поместил в наше сознание, как совесть, именуем этот суд, вот эту природу суда Божьего каждого из нас как совесть, и она приглушается. Или она просто становится неспособной работать в том мире, где уже царит насилие, зло. И не сатана, а люди выбирают этот образ жизни,
и обстоятельств путем каких-то голосований и определений большинства. Так и приходит сумасшествие и безумие в мир людей. Потому что и рассудительность, и совесть, и законы Бога отталкиваются. А некоторым еще даже стыдно в этом мире, в котором сказал Христос, прелюбодейном и грешном, стыдно перекреститься, стыдно сказать, что я христианин, стыдно перед тем миром, который сегодня разрушает, убивает, где море наркомании, алкоголизма, всякой грязи, что по-настоящему разрушает и убивает не только верующих, но и даже неверующих людей. Но тем, кто носит крест на груди, а за этим крестом братейшая история и спасительное явление милости Божией миру, этим людям становится стыдно. Стыдно назваться христианином, стыдно указать на то, что мы богаты верой, что именно благодаря этой вере, тем более в нашем Отечестве, мы имеем образование, науку, потрясающую культуру, которой завидует весь нехристианский и даже лжехристианский мир. Но нам почему-то приходится испытывать лжестыд. За что? Почему? Во имя каких политических и экономических идей мы должны бояться исповедовать то, что сделало нас народом, людьми, государством, что сегодня в честь тех людей, которые богатейшая история, за время которой Бог проявлял себя разными знаками, событиями, милости. И именно тот Бог, недалекий, а очень близкий каждому из нас, на все времена указал единственно правильный путь. Распяв себя на кресте, раскинув руки на кресте, Он отдал себя в эту жертву только для того, чтобы обнять все человечество и указать на единственно правильный путь, грешным, несовершенным, слабым, маловерным, что только путем любви, жертвенной любви, мы можем спастись сами и спасти окружающий мир. Многие ошибочно думают, что в мире зла надо отвечать так же, надо поступать так же. И невольно складывается впечатление, особенно в свете всех последних событий, жестоких событий, убийства, войны, извращения религиозных представлений, начиная с сектантами, кончая другими, кто сегодня претендует на истинность и на одну из мировых религий. Почему не подавляется зло? И все красиво говорят о любви, о доброте, о добрых делах. Потому что Бог указал, желая делать добро и не любить, вначале откажитесь от греха, от страстей и от тех привычек, которые все равно затягивают тину постоянного образа жизни. Меняйтесь, возрождайтесь, и для этого есть силы того царства, которое есть особенно для верующих людей, Христа, еще царство Духа Святого, живого реального присутствия Божия, той благодати и помощи, которая преподается Богом через церковь, которую Он основал, таинство, где каждый может получить прощение, где каждый путем маленькой частички под видом хлеба и вина может причаститься самого Бога и убить в себе всякое зло, потому что там будет царить Христос.
может следовать. Свобода выбора. Ты можешь быть другим, а можешь остаться таким, как все. Но потом, когда будет больно, не надо кричать, не надо осуждать. А вот эта боль бывает часто. Не только в силу своих собственных грехов и обычных природных состояний, даже в силу того, что рядом с нами могут быть люди света, радости, веры, мужества. Именно того, чего так часто не бывает у Бога. И когда Христос говорит, что, следуя за мной, надо погубить свою душу, чтобы спасти ее. Все то душевное, тленное надо разрушить в себе, погубить в себе. Только тогда мы можем быть достойны и быть участниками особого воскрешения и в этой жизни, и в иной. Мы можем быть носителями света, если разрушим в себе эту тьму. Как это делать? Где эти инструкции? Не надо обманываться. Мы их нигде не получим, кроме как в церкви и в Священном Писании. Взирая на образ распятого Христа, Церковь предлагает нам дни Великого Поста, накануне праздника Святой Пасхи, накануне дня рождения нашей планеты, обновиться. И об этом нам уже указывает вечный природный мир, тем, что птицы по-другому поют, уже солнышко греет по-другому, уже пробуждается мир, окружающий нас. И так важно нам не остаться закоснелым, непробужденным. Это то, о чем напоминает нам образ распятого Христа. И, конечно же, о самом великом, на что каждый из нас должен равняться, на ту безмерную, бесценную жертву любви, которая была устроена Богом нашего ради спасения. Нас сегодня не распинают, но мы должны распинать в себе всякое зло во имя Божье, во имя спасения своей бессмертной души, чтобы быть обладателями этих благодатных, светлых состояний, чтобы мрак и всякое зло уходило из нашей жизни. И для этого надо так мало. Не в зеркало заглядывать часто, а посмотрим на священную образ, который нас порой разумляет и показывает, какие есть мы на самом деле. Как мы близки и как мы можем быть далеки от идеала Евангелия, и то есть святой, совестливой, человеческой порядочной жизни. В эти дни Великого Поста, и особенно неделю Христопоклонную, когда так или иначе каждый из нас стоит в образе распятого Христа, давайте вспомним не только эту величайшую жертву любви и спасения человеческого рода, которая произошла, кажется, в прошлом. Она происходит всегда. И будет происходить до последнего момента человеческой истории. Сколько будет совершаться божественной литургии. И помолимся, чтобы великий Бог, который всегда за нас распинается и приносит себе жертву, посредством тела и крови Христа, этой величайшей тайны, очистил нас на грешной и грязной совести, наших грехов, нашу собственную душу, наше сердце, и чтобы очищенные Христом во имя Христа мы могли нести людям доброту, радость, терпение, жертвенность и мужество, без которого нет веры, нет спасения. Это тоже сегодня величайшая добродетель, которая у многих отсутствует. Поэтому так многие стыдятся. Там, где, можно сказать,
сказать словами пророка, царя пророка Давида: «Убояшься и держи небес страх, испытывай стыд там, где с радостью, с честью надо говорить о Боге, о Христе, о совести, о Евангелии, о нашей вере, чтобы ложное состояние нас никогда не охватывало, чтобы во всем побеждал Христос, наша вера, верность и мужество». Помолимся.